Добрый день, ребята, уважаемые обучающиеся. Вы знаете, что 12 апреля вся страна празднует День космонавтики. Как еще называют этот праздник? День победы человека над космосом. 12 апреля 1961 года первый космонавт Юрий Алексеевич Гагарин совершил полет в космос на корабле «Восток-1» и облетел Землю за 1 час 48 минут. Вернулся назад живым и здоровым. Этот день во всем мире стали отмечать как День космонавтики. Изучение космоса стало интересным занятием с давних времен, когда люди не умели ни читать, ни писать. Они любили смотреть на небо и пытались понять, а что же там происходит. Пытались понять, зачем туда летают космонавты, как все это происходит. А сейчас мы с вами прекрасно об этом знаем. Все, что мы сейчас видим на небе, и Солнце, и Луну, в зависимости от времени суток, это все изучает наука астрономия. И люди, которые занимаются изучением, их называют астрономами. Ученые-астрономы изучают не только звезды, но и другие небесные тела. Например, планеты, их спутники, астероиды с длинными горящими хвостами, которые падают на Землю, и многое-многое другое. Во времена, когда люди еще не умели ни писать, ни читать, ученые с удивлением наблюдали, что происходит на небе. Причем тут наша Земля, спрашиваете вы? А при том, что если мы внимательно посмотрим на рисунок, то увидим, что Земля – это отдельная планета Солнечной системы. Причем это планета, которая вращается вокруг Солнца. Чтобы наблюдать за космосом с Земли, астрономы придумали специальные приборы. Это телескопы. А смотрят на них, как вы знаете прекрасно, в таких зданиях, как обсерватории. Посмотрите, как она выглядит изнутри. Какой огромный телескоп для того, чтобы люди внимательно могли изучать, что же происходит там, на небе. Есть еще и планетарии, где, собственно, мы также можем с вами посмотреть на космос. Причем в планетарии можно увидеть много всего интересного. А самое главное – сесть удобно в кресле и посмотреть на звездное небо. Это уникальная возможность. Таких планетариев у нас в стране очень и очень много. Самое интересное достижение в том, что ученые придумали космические аппараты, которые занимаются изучением космоса в космосе. Например, космические станции, на которых живут люди, космонавты. В космической станции живут люди, космонавты. Эта профессия появилась совсем недавно. Космонавт – это человек, который испытывает космическую технику и работает на ней в космосе. Сейчас космонавты есть почти во всех странах, но космические корабли строят и отправляют в космос только в двух – в России и в Америке. На российских космических кораблях работали космонавты со всего света – из Франции, из Америки, Японии, Китая и многих других стран. Космонавты по много месяцев, а иногда и больше года проводят на космических
космических научных станциях. Они наблюдают за звездами, планетами и Солнцем, фотографируют и изучают Землю, ухаживают за растениями и животными, которые живут на станции, ремонтируют свой космический дом, проводят много различных научных опытов. Внутри корабля все находится в невесомости, то есть плавает в воздухе, как рыба в воде. Шоколад, бульон, чай и другие продукты хранятся в специальных тюбиках. Из них еду выдавливают прямо в рот, чтобы не улетела. Космонавты могут выходить в открытый космос, но для этого им нужны специальные костюмы, скафандры. Посмотри, из чего состоит скафандр. Это многослойный комбинезон со специальными ботинками и перчатками. К нему крепятся баллоны с кислородом, а на голову надевается гермошлем, чтобы можно было дышать в открытом космосе. Вы увидели, как сейчас выглядят космические станции, космические корабли. Так давайте немножечко окунемся в историю, собственно, в честь чего мы все 12 апреля будем чествовать имя первого человека в космосе – Юрия Алексеевича Гагарина. Именно он совершил первый полет в космос. Именно его именем названы многие улицы во многих городах нашей страны. То есть теперь вы узнали, что это за человек. Человек, который впервые покорил космос, и человек, благодаря которому с 1962 года прошлого века мы с вами празднуем этот великий день. День покорения космоса. Давайте же посмотрим, и на этом завершим наш с вами урок, что же увидел Юрий Алексеевич во время своего полета.